Только когда внутренне выстраивается вот эта опора, кто я, что я хочу, внутренний диалог есть, продиктованный внешними сигналами или внешним вот этим голосом, да, неважно кем-то, семейным, подругой, там, мужа, что-то там, что ты должен, да, должна делать в своей жизни, а именно тобой. Я сейчас хочу чего? Я сейчас как? Я на что вообще способна? Я хочу вот этого. А мне хватает того, что у меня есть, чтобы это сделать? А что мне для этого надо? А что у меня уже есть? Ведь на самом деле, кстати, я недавно общалась с интересным была тренер, женщина с ней, значит, попала на рандом кофе, и она сказала такую интересную штуку. Мне показалось, боже, как же это сейчас мне полезно услышать. И вот как раз тем девочкам, которые постоянно учатся. Она говорит, я всегда беру сопровождение с одним условием. Ну, там, двумя условиями. Первое, это ты начинаешь, то есть, под конец есть некий результат, какие-то действия, и так далее, да, того, что ты хочешь делать. Это первое. Второе, никаких дополнительных обучений. У тебя просто запрещают идти куда-то что-то еще читать, смотреть, ходить, вот эти вебинары, мастер-классы, особенно платные. Слушай, потом так шатает, вот это вот все, а вот у тебя это цветотипы, вот эти вот, ну, по моей теме, и они начинают типировать, это можно просто закопаться. А у тебя тут вектор не тот, а у тебя тут тегамин, а ты тот, ты черт лысый. И ты, они даже типология будет разные, да? Господи, они еще и разные, они еще идут разные интерпретации, и, в общем, тут, я когда в этом инсте почитаю, что они там чешут, боже, вот, если кто приходит клиент, говорит, нет, этот бежевый цвет не подходит, мне стиль сказал, что он с розовинкой. Какая нахрен розовинка? Губы накрасила, и без розовинки, красотка. Когда внутреннего стержня нет, хоть есть розовинка. Да, черт, не спасет ничего, отсутствие розовинки, да.